ты обратила внимание, в каком красивом месте мы находимся? Несложно не обратить внимание, здесь очень красиво. Это обновленный зал ресторана «Восток». Я должен был обязательно его тебе показать. Тома, как прошло ирландское шоу? Тебе понравилось? Было очень здорово, танцоры показали настоящий класс и в буквальном смысле отбили все свои каблуки. А что-то о концерте прямо сейчас. Dance of Desire – необычное ирландское танцевальное шоу. Это спектакль, в котором мастерски соединены фантастическая хореография, прекрасная музыка и оригинальные костюмы в сочетании с современными спецэффектами. Шоу дебютировало в Дублине в 2003 году. В основе сюжета древний кельтский миф. Пьеса строится на вечной борьбе между добром и злом. Здесь есть все – предательство, романтика, интриги, волшебство. В коллективе танцовщики из разных стран. Имена некоторых в двадцатке лучших танцоров мира. There's 25 cast members altogether, boys and girls, all from different places. Ireland, America, Australia, Serbia. We've come to Russia a week ago. We've been to Sochi and where were we first? We've been to Rostov-on-Don and St. Petersburg so far. And we plan on touring the rest of Russia over the next month. В зрительном зале практически не было пустых мест. Отточенные движения и артистизм танцоров покорили зрителей с первых минут. Многие из них увидели ирландские танцы впервые. Именно вот на таком мероприятии я в первый раз. Ирландские танцы для меня, наверное, что нечто невероятное, потому что у них и хореография совершенно бесподобная, как они танцуют, как они синхронно все делают. Наверное, это одно из лучших, что я могла увидеть, ну, по крайней мере, вот именно у нас в Осетии. Арабиан, балет, латино, танго и венгерские народные танцы – все это в одной пьесе. Смешение стилей и жанров подчеркивает характер, делая повествование красочным и зрелищным. Wait for our show on Ossetia TV. Артем, на Русский театр открывает новый сезон премьерным спектаклем «Похороните меня за плинтусом» 4 и 5 октября. Тома, что за 2 следа у тебя на шее? Какие 2 следа? Похоже, укус. Наверное, это Дракула постарался. В кинотеатрах нашего города премьера «Дракула». Я ждал целую вечность такого, как ты. Кто ищет надежду в объятиях смерти? Отчаявшийся. Турки грозят уничтожить мое княжество. Они уже близко. Дай мне силу, чтобы защитить мой народ, мою семью. Открой сердце тьме. Ее могущество безгранично. Что происходит? Это мой выбор. Но почему? Потому что враги не страшатся мечей. Князь приближается. Они боятся дьявола. Только благодаря мне вы все еще живы! Дракула. Никогда не забывай, кто я. 4 октября в молодежном центре имени Хитогорова пройдет благотворительный концерт «Рок за мир» в поддержку народа Донбасса. Но об этом чуть позже нам расскажет наш гость. Ну а у тебя, Артем, выходные прошли интересно? Тебе удалось побывать на открытии подвала? Конечно, столько положительных эмоций, юмора и позитива. Отчет об открытии прямо сейчас.
Бар Подвал открывает свои двери для любителей изысканного юмора. Самые смешные и креативные покажут себя на сцене. Ну а на что способны начинающие комики, мы проверим сегодня. В Осетии очень трудно взять интервью. Люди панически боятся камеры, пытаются убежать от нее, особенно девушки. Они делают это смешнее всего. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Не снимайте меня, пожалуйста. Ладно, не буду. Подожди. А когда вы это покажете? Уютная обстановка, новые таланты и полный зал зрителей. Каждый, кто считает себя смешным, мог попробовать свои силы в жанре стендап. Он новый для Северной Осетии. Задача участников – рассмешить, удивить, а иногда даже шокировать публику. Возможность выступить получили все желающие. А теперь представьте случай, который никогда не произойдет в Осетии. По всему миру создаются места, где собираются юмористы. Они делятся интересными и своеобразными мыслями. Владикавказ не исключение. В республике много талантливых ребят. Им есть что представить на суд зрителю. Именно эта площадка – стартап для начинающих комиков. Готовились мы весьма-таки долго, на протяжении фактически 2 месяцев. Переживания, естественно, есть. Это первое выступление на уровне комедии. Так что сказать? Своим соперникам, у меня нет соперников, я пожелаю лишь своим друзьям удачи и хорошего выступления. Дуэт Рулон Обоев, мы вас приветствуем. Главными гостями вечера стали резиденты юмористического шоу Comedy Battle, дуэт Лена Кука и уже полюбившийся участник Comedy Club Сергеич. На самом деле очень круто, особенно атмосфера. Здесь люди пришли отдыхать, посмеяться и абсолютно... Даже если человек выходит, его просто встречают уже аплодисментами, это очень круто. То есть люди настроены на юмор. Самый шикарный просто зритель, мы всегда это говорим, это в Осетии. Прям очень теплый зритель. Мы готовы бесплатно приезжать сюда ради такого зрителя. Собственно, как сейчас и произошло. Нет. Нет. Очень вкусное мясо было, да. Стендап – это беседа со зрителем. Главное правило – не бояться говорить прямо, смело и ясно. 12 молодых резидентов уже показали себя. Восторг присутствующих чувствовался по улыбкам и бурным аплодисментам. Каждый день Comedy Бар Подвал будет устраивать вечеринки абсолютно разных направлений. Это будет просмотр кино, свободный микрофон, комедий, игра в мафию. Каждый желающий может прийти сюда и застать какую-то вечеринку. Ежедневные вечеринки разного формата позволят найти даже самому капризному посетителю что-то интересное. Число комиков будет расти, а раз в месяц в бар намерены приглашать известных артистов, которые уже не первый год работают в жанре стендап. Артем, несмотря на то, что на дворе осень, я знаю, как круто можно провести время. С 4 по 11 октября в ЦЕ пройдет 10-й фестиваль бардовской песни. В нем примут участие авторы-исполнители из разных городов России. Берем гитары и вперед. 5 октября нам обязательно нужно сходить в подвал. Подвал? Не волнуйся, не за вареньем, а посмотреть на выступления наших комедиантов. А 6 октября вечер кино. Можно посмотреть комедию в компании друзей. Вниманию всех родителей! Теперь у ваших детей есть возможность посетить курсы актерского мастерства и сценической речи в Остинском театре абсолютно бесплатно. Сегодня в гостях у видеоафиши солист группы Дзиов Михаил. Миша, здравствуй. Привет. Рада тебя видеть у нас. Здравствуйте. И сразу такой первый вопрос. Как образовалась ваша группа? То есть, насколько мы знаем, вы с братом в ней, да? Основной костяк. Да, именно так. Ну, расскажите поподробнее. Группа образовалась очень давно. Ну как? В 2001 году в школе номер 5, где, в общем-то, все участники группы учились. Все были разного возраста. Самый младший был мой брат. Вот, и... В общем-то, с юных лет уже мы с гитарами бегаем и так далее. Вот в течение всего этого времени, то есть нашей группе уже 13 лет, так и играем. А вы с самого начала начали играть рок? Или это уже потом? Да, с самого начала, потому что мы с братом с детства слушаем эту музыку, как бы родители способствовали этому, да. Ну, в основном классический рок, Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC и так далее. И мы как-то сразу втянулись с детства, то есть с сознательного возраста я себя помню, что я хотел играть на гитаре. Как это работать с братом в дуэте? Это сложно или легко? Ну, то есть можно в семье поругаться, а вот как в группе? Вот как раз-таки в семейном плане мы не ругаемся, а частенько, да, то есть по музыкальным причинам
так скажем. Бывают какие-то разногласия, ну, как разногласия, там, ты играешь не тот аккорд, а ты играешь тот, в общем, и так далее. То есть профессионально. Вот так, да, чисто на профессиональном уровне, ну, опять же, это не серьезные конфликты, ну, свои сложности есть, конечно. Многим может показаться, что это здорово, да, вот, и так далее. Ну, на самом деле, как обычно это бывает в группах, отношения абсолютно такие же, то есть, как бы... Поблажек нет друг друга абсолютно никаких. Так более глобально, как ты считаешь, музыка пропагандирует тот или иной образ жизни? Вот вы рокеры, да? Ну да, сразу, наверное, возникают стереотипы, да, про там наркотики помимо музыки и так далее, да. Нет, в нашем случае это абсолютно не так. Мы все за здоровый образ жизни, за спорт и так далее, то есть нас эти стереотипы не касаются абсолютно. Ну и, в принципе, в мировой рок-музыке тоже достаточно примеров, когда, то есть, рокеры за здоровый образ жизни, поэтому мы разрушаем стереотипы и так далее. Такой вопрос. Профессиональное образование музыканту, рокеру необходимо или можно без образования заниматься этим? Можно без образования, абсолютно. То есть, главное, чтобы, как говорится, душа пела, руки играли и все, то есть главное желание. И, то есть профессиональное образование какое-то академическое для этого абсолютно не нужно. Ну, приветствуется. Приветствуется, скажем так, не помешает. Не помешает тем, кто владеет, он не помешает в любом случае. Миша, расскажи все-таки о вашей работе, да, группе Дзылов. Я знаю, что вы играете остинский рок. Да, с недавних пор это действительно стало так. Мы изначально пели исключительно на английском, потом стали задумываться над тем, что, ага, мы живем в России, надо все-таки по-русски петь, то есть английский с русским и так далее. Но, видимо, тоже, опять же, возраст дает о себе знать, какое-то осознание своего места, да, в мире, в республике, в конце концов, да, и так далее. И мы поняли, что нужно именно подчеркивать в своей музыке именно национальные корни, чем мы сейчас и занимаемся. Вы пишете альбом? Да, у нас будет целый альбом, он как бы будет состоять, я даже скажу, и большей частью именно из песен на языке. И, конечно, в музыке тоже будут использованы национальные мотивы. Вы уже достаточно знамениты с братом в нашей республике. И какие у вас планы в дальнейшем? То есть сейчас вы играете, да, а потом какие-то проекты? Да, несомненно. В принципе, мы всегда занимались какими-то сторонними проектами тоже, да. И, например, у брата тоже есть сольный проект, он называется Android, и он исполняет более жесткую музыку, там, с электроникой и так далее. Он уже как бы со своими записями выходит на международный уровень, даже где он пишет музыку к играм компьютерным и так далее. То есть вот в таких вещах участвует. Так что да, у нас какие-то вот задумки, постоянно идеи есть, в принципе, поэтому мы до сих пор этим занимаемся. То есть мы ни на что другое не переключались, кроме музыки. А вот у нас в Осетии сложно становиться группой, играть, самим все делать? Да, несомненно, это сложно, но сложно везде, на самом деле. Даже если взять историю знаменитых команд, далеко не сразу складывались они. И тут, конечно, важна степень, как сказать, не только сыгранности коллектива, но и идейного, да, идейного какого-то вот единения и так далее. То есть далеко не часто, например, друзья могут собраться и стать знаменитой группой. То есть чаще всего, допустим, если, ну, братан, если ты играешь слабо, да, то все, как бы, ты уже не участвуешь, да, то есть, так, конечно, не без этого, но это именно тот подход, который нужен, то есть без делового подхода, наверное, здесь никак. То есть у нас складывается в этом плане все по-другому, как говорится, ближайшие родственники, да, и наши друзья с нами играют в группе. Так что я надеюсь, что таким образом мы и достигнем чего-то. Ну теперь, собственно говоря, расскажите нам про этот благотворительный концерт, организатором которого вы являетесь, что там будет, что включено в программу, кто будет выступать, цель этого концерта. Да вообще, в принципе, как идея пришла, да? Вот, как сказать, идея у нас возникла, можно сказать, сразу же. И мы занимались этим уже и ранее, и наша идея, так сказать, совпала с предложением места, где мы сейчас репетируем. Это Дом культуры в поселке Ковца, там и студия есть и так далее. И директор этого заведения, Владимир Муцуев, он предложил, и как-то вот это предложение с нашей идеей, с нашими мыслями об этом, они как-то вот схлестнулись вместе. И, в принципе, вот получается такой концерт, все средства от которого пойдут в фонд
помощи Донбассу, населению и так далее. В общем, и в том числе и мы хотим помочь культурным учреждениям, пострадавшим в ходе конфликта. И вообще для нас это очень важный шаг. Это ни в коем случае, уточню, это никакая не политическая акция, это не какой-то пиар, да. В общем, это просто наше внутреннее состояние. Молодежь должна выражать себя, мне кажется. То есть именно высказаться, в данном случае проораться даже на эту тему, потому что рок — это музыка громкая, и мы громко просто выражаем свое мнение. И более того, наши соотечественники, наши земляки сейчас там, в ополчении, и для нас это очень важно. То есть мы ни в коем случае не призываем к каким-то боевым действиям и так далее. Девиз фестиваля «Рок за мир». Это его название. В любом случае мы за мирное решение и этого вопроса тоже. Но это все делается для того, чтобы люди, которые придут туда, чтобы они вообще задумались об этом всем. И, в принципе, сделали свой вклад в это тоже. Очень интересно. Желаем вам удачи. Спасибо большое за... Вам спасибо. Спасибо.